1 и 2 сентября народ Приднестровья отпраздновал 22-ю годовщину образования Молдавско-Приднестровской республики вместе с молодым президентом Евгением Шевчуком. Приднестровцы решимы доказать всему миру, что они достойны мирного неба, права на труд и благополучия своих детей. Евгений Шевчук поблагодарил жителей Приднестровья за мужество и героизм, проявленный им в годы вооруженного конфликта. В этот праздничный день прежде всего благодарю тех, кто стоял у истоков создания республики и самоотверженно боролся за ее независимость. Это и воины, которые, не задумываясь, стали с оружием в руках на защиту своего будущего в период вооруженного конфликта, и общественные деятели и политики Приднестровья. Отдельные слова благодарности и поддержки хочется направить в адрес семей пострадавших во время вооруженного противостояния. Сегодня республика не смогла бы существовать без моральной поддержки матери России. Новый курс развития Приднестровья – это более крепкая интеграция в Евразийский и таможенный союз с Россией и странами СНГ. Во главе угла для нас по-прежнему остается исполнение воли народа, стремление к независимости Приднестровской Молдавской республики. Также нашим приоритетом является ориентация на Российскую Федерацию, евразийскую интеграцию и реализацию народной воли, высказанной на референдуме 2006 года. Поддержать и поздравить народ Приднестровья прибыли делегации из России, Южной Осетии, Абхазии, Украины и из многих других стран. Впервые поздравить братьев-приднестровцев приехала большая делегация из Гагаузии, как исполнительной, так и законодательной власти автономии. Гагаузия сегодня присоединила к торжествам, вчера и сегодня присоединилась к торжествам, посвященным 22-летию Приднестровской Молдавской Республики. Сегодня здесь со мной депутаты Народного собрания и мэрия муниципалитета Камрад. Вчера к общей делегации выступила и члены исполкома во главе с Башканом Гагаузии, который принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 22-летию. Сегодня делегация есть Михаил Васильевич Киндзеглян, есть господин Златов. Михаила Макаровича сегодня мы здесь не наблюдали. Но я очень удовлетворена тем, что гагаузская автономия во всех структурах власти была представлена наконец на этом празднике, потому что всегда были сторонники или представители одной или другой, но чтобы совместно это впервые. Поэтому я так думаю, что вот это единение, которое показало гагаузское руководство на Приднестровском празднике, я думаю, что оно будет сохраняться у себя дома. После приветственных речей был дан большой концерт Государственным симфоническим оркестром Приднестровья, солистами Национального президентского оркестра Украины и Приднестровско-Молдавской республики. В личной встрече с президентом Евгением Шевчуком председатель Народного собрания Гагаузии Анна Харламенко поздравила от себя лично и народа Гагаузии приднестровцев с этим праздником. Вчера у нас был прием у президента Приднестровья Евгения Васильевича Шевчука, где я в своем поздравительном слове поблагодарила народ Приднестровья за то, что в 90-е годы, в самые трудные годы, когда идея самоопределения гагаузского народа звучала, и мы работали в этом направлении, к нам пришли на защиту народ Приднестровья. И мы выразили пожелание, что дружба гагаузского и приднестровского народа будет развиваться, и сотрудничество между Гагаузией и Приднестровьем тоже будет в дальнейшем иметь новый импульс, который поможет не просто нашим народам сближаться, но и нашим регионам Республики Приднестровья и Гагаузской автономии, экономические проекты развивать и строить какие-то общие взаимовыгодные программы. И, кроме того, была отмечена стороной Приднестровья о том, что в этом году очень большой наплыв, 130 человек с Гагаузии поступили в высшее учебное заведение Приднестровья. Это 5% всего студенчества теперь занимает Гагаузия. Я желаю народу Приднестровья вот те завоевания, которые они до сих пор защищали и имели, удерживать. Я желаю народу Приднестровья, чтобы они могли ценить весь труд, всю кровь, которая была пролита за Приднестровье, могли ценить и развивать. И я желаю, чтобы они получили
и понимание они получили, и признание, потому что сегодня очень сложно эти политические вопросы держать на плаву, а у них это получилось. Мы сегодня почувствовали, какой настрой у народа Приднестровья, какая у них радость на лицах, какое у них внутреннее удовлетворение от того, что какие у них процессы, что они все-таки 22 года плечом к плечу отстаивают свою республику, и мы почувствовали вот этот крепкий дух, и вот то право, которое они себе завоевали, право жить у себя дома, работать у себя дома и развивать свою республику. Мы этим несказанно гордимся, и вот эти процессы, которые они себя развивают, я думаю, что станут очень благодатным опытом и для гагаузской автономии. Народ Приднестровья многого достиг. Как нигде сохранены заводы и фабрики, развивается сельское хозяйство. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Хотелось бы обратить особое внимание, что главным приоритетом внешней политики Приднестровья мы обозначаем именно развитие отношений с Российской Федерацией, а также нормализацию отношений с Республикой Молдова как с ближайшим соседним государством. Внешняя политика Приднестровья также приоритетно ориентирована на дальнейшее развитие и гармонизацию отношений с государствами-членами СНГ, а также со странами дальнего зарубежья. Особой гордостью приднестровцев – это забота о пожилых людях, которым выделяются огромные финансы для поддержки программ, помогающие пожилым людям. Вообще к старшему поколению. Вы им помогаете. Мы знаем, что они пользуются бесплатным транспортом. Мы знаем, что они получают дотацию по электроэнергии. Мы знаем, что дотацию по газу. То есть вы даете им не безбедную жизнь. Спасибо вам, министр Пакуев. Торжественный и знаменательный день празднования 22-й годовщины со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. Позвольте пожелать всем приднестровцам, нашим друзьям, неиссякаемой энергии и силы духа, терпения, целеустремленности в деле построения настоящего и будущего для своей родной земли. С великим оптимизмом и гордостью за наше прошлое мы смотрим в будущее. Постулат о том, что при создании условий для раскрытия человеческого потенциала внутри ПМР и активном взаимодействии с внешним миром и с нашими друзьями в России нас ждет успех, является сегодня жизнеутверждающей основой развития нашей Родины. Желаю гражданам Приднестровья, нашим гостям, друзьям, доброго здоровья, мира и благополучия, успехов во всех начинаниях. С праздником, дорогие приднестровцы, с 22-м днем рождения Республики! Гагаузская автономия не добилась в экономическом и социальном положении таких высоких результатов, отметили основатели Гагаузской республики. Что же, обижаться не надо, наоборот, надо радоваться. То, что наши друзья, товарищи построили республику, построили свое государство, налаживать с ближайшим соседним государством Республикой Молдова добрососедские отношения. Мы должны им радоваться. Ну, а мы, которые раньше провозгласили республику, практически 5 лет существовали независимо, то сейчас не надо обижаться ни на кого, надо на себя обижаться. Мы имеем то, чего мы стоим. Мы даже это то, что провозгласили у нас автономию, которая имеется только формально на бумаге, и ту практически не можем развивать сами. На кого же мы должны обижаться? На себя. Бодрости духа, здоровья, благополучия и успехов в дальнейшем построении независимого, прочного государства. Рано или поздно все равно их признают. Поздравить приднестровцев с таким прекрасным праздником, с годовщиной провозглашения независимости. И передаю привет от всего гагаузского народа. Мы всегда были едины, особенно в дни образования и становления Приднестровской Молдавской Республики и Гагаузской Республики. Именно когда наша великая страна, государство разрушалось, здесь и в Гагаузии люди
решили взять судьбу в свои руки, не надеясь на государей. Именно в эти годы и была заложена дружба между нашими народами. По сегодняшний день гагаузы всегда у нас интересуются, а как вы относитесь к Приднестровью, какие связи у вас с Приднестровьем, не забываете ли их, и они нас не забывают ли? Это главный вопрос у всех людей у нас в Гагаузии. А сейчас мы просто простой человеческой завистью завидуем Приднестровью, что они независимы. Мы тоже добиваемся этого построения своей государственности, гагаузской государственности. Пусть в составе Республики Молдова, но мы стремимся к тому, чтобы быть хозяевами на своей земле. Поэтому мы дорожим дружбой с Приднестровьем и желаем народу благополучия. Тяжелые времена, сложные времена, трудные времена проходят. Надо трудиться, надо бороться и надо быть вместе. Вместе с украинским, вместе особенно российским народом. Будущее Приднестровья и Гагаузии – это евразийское пространство, таможенный союз. Другого пути мы не видим. С праздником вас! Второй день празднования начался с возложения цветов к мемориалу славы и памятнику защитников Родины. Это кульминационный по эмоциям момент в праздновании. Благодаря тысячам героически сложившим своей жизни героев, народ Приднестровья может жить сегодня мирной жизнью. Отдать дань памяти прибыла и делегация из Гагаузии во главе с Анной Харламенко. Мы помним, что добровольцы с Гагаузии плечом к плечу были со своими братьями из Приднестровья, и особенно горько, что не все вернулись домой. В 90-е годы мы были вместе. В 92-м году во время агрессии сотни добровольцев сражались здесь плечом к плечу против агрессии. И кто не помнит, танк, подбитый на мосту в Бендерах, когда пошли на освобождение Бендер, это был танк гагаузский, с гагаузским экипажем. К сожалению, один погиб тогда, гагауз, защищая свободу и независимость Приднестровья. Дружба наша ковалась именно в те годы, тяжелые годы. После возложения традиционно прошел военный парад. Перед тираспольчанами и гостями столицы прошли парадные расчеты Министерств обороны, внутренних дел и юстиции, Комитета государственной безопасности, бойцов спецназа, роты почетного караула. В строю были и военнослужащие женщины. Военный парад завершился показательными выступлениями роты почетного караула и концертом, который дал сводный военный оркестр вооруженных сил ПМР. После парада продолжилось народное гуляние. В городе были организованы подворья, различные конкурсы, фестиваль, концерты. Десятки тысяч людей с семьями из Приднестровья и Молдовы, России и Украины радовались празднику.
Делегация из Гагаузии встретилась с представителями гагаузской диаспоры. Как сообщил нам его председатель Сергей Колонеделя, в Приднестровье проживает более 20 тысяч гагаузов. Совместно с парламентариями из Гагаузии они посетили Верховный Совет Приднестровья и встретились с председателем Михаилом Бурло. Председатель Народного собрания Анна Харламенко отметила, что впервые между парламентариями Приднестровья и Гагаузии подписано соглашение о сотрудничестве. Мне очень приятно видеть вас в таком формате в нашем зале заседания. Мы с вами, конечно, встречались уже, она была чуть на другой должности, у нас были, то есть, скажем, чуть-чуть другой формат. Тем не менее, еще раз мне хочу вас поблагодарить за то, что вы посетили наш праздник, за ваши теплые слова, которые вы говорили на разных мероприятиях, которые проводились у нас. И бесценен для нас и ваш опыт, скажем, государственного строительства, ваш опыт экономического строительства, как были в прошлый раз, вы интересно нам рассказали формы, скажем, организации бизнеса в Гагаузии. И надеюсь на то, что мы с вами будем в дальнейшем сотрудничать, будем друг другу по возможности помогать. Я думаю, потому что у нас есть общие основы. Они, может быть, не самые такие радостные, тем не менее, существуют они больше проблемные, но тем не менее, это основа для взаимного сотрудничества. Я думаю, что вместе с вами мы сможем решить очень много проблем, которые стоят перед нами. Очень приятно еще раз вас видеть. Поздравляю вас с нашим праздником. Надеюсь, что будет возможность быть у вас и поздравить вас с вашими праздниками. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мы благодарим вас искренне, что вы сегодня нас пригласили на этот официальный прием. Мы в этом зале несколько месяцев назад подписывали с Верховным Советом договор о дружбе и сотрудничестве. Вы присутствовали на этом мероприятии. Но мы сегодня имеем честь в вашем лице видеть руководство Верховного Совета, с чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Как коллеги скажу, что хлеб это очень нелегкий. Я уже успел. Да. Но если вас мое хрупкое женское плечо как сильного друга устраивает, то я готова вам его подставить в любой момент. Спасибо. Я уже почти 5 лет, 5-й год, а вы только несколько месяцев. Я даже не 3-й месяц. Да, так что, пожалуйста. Я в зачаточном состоянии. Мы сегодня выражаем огромное удовлетворение, что Гагаузия на этом празднике представлена всеми структурами власти, которые есть в Гагаузии. То есть вчера здесь была и исполнительная власть, сегодня на параде мы видели тоже несколько человек. Здесь законодательная власть, и здесь местные органы власти. В ходе беседы депутаты и члены гагаузской делегации вспомнили о гагаузах, которые сыграли большую роль в общественной и государственной деятельности Приднестровья. Депутаты отметили, что гагаузы очень трудолюбивый, целеустремленный и гордый народ. Я склоняю голову перед человеком, который настолько целеустремленным был, поехал в Москву, может быть, на кусочек хлеба с чаем, но он защитил диссертацию. Ваш представитель Гагауз Карадмитров Геннадий Николаевич на сегодняшний день ввел новые методы лечения, например, и операции на щитовидной железе, и с этого года он стал главным онкологом Приднестровья. Можете гордиться. Да, я с ним подружился раньше, мы так стали друзьями, но я поражаюсь, говорю, что человек задал себе цель в жизни, и он ее достигает. Анна Харламенко поздравила своих коллег-депутатов с праздником и подарила на память подарок. Вручают вам, у нас символ города лошадь. Да. И она у нас без крыльев, а мы вам дарим лошадь с крыльями, чтобы в любой момент вы смогли к нам добраться. Спасибо. Как только вам и к тому же это полет, это вдохновение, вам это не помешает на вашем молодом поприще. Мне действительно нужно вдохновение, потому что я не очень летающий. Я вообще скорпиона ползаю. Поэтому очень благодарен вам за этот подарок. Действительно, мне этого не хватает. Окрыленность у меня пропала в свое время, поэтому надо это Мы это восполним. Да. От Союза гагаузов Приднестровья была подарена майка, символизирующая дружбу и солидарность гагаузов, проживающих в Приднестровье. Крылатая лошадь не лошадь без волка. Волк это символика тем Гагаузии.
от Союза Гагауза Приднестровья был вручен эту мальчику. И я надеюсь, что вас увидите на какой-то субботник, какое-то мероприятие. Спасибо. Почему на субботник? Я выйду в какой-нибудь праздничный. Потому что, кстати, Сергей Николаевич тоже вручил в свое время майку от ГТУ вот такую, именную. Вот. И я выходил даже на работу 2 раза в ней приходил. Конечно, нашу эмблему тоже с полком. Тут флаги Гагаузии, Приднестровья, Спасибо. колоса пшеницы. У меня есть предложение. Зачем нам долго ждать? Давайте сюда эту майку. Я думаю, разжированный только. Главное, чтобы я влез. А то я совсем не худой. В конце беседы Анна Харлампиевна пригласила председателя Верховного Совета и депутатов на празднование Дня города Камрад, который состоится 15 сентября. В свою очередь Михаил Бурла поблагодарил за приглашение и заверил, что сотрудничество между парламентом Приднестровья и Гагаузии будут развиваться плодотворно.